Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие, любимые зрители. Меня зовут Ольга. И сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто из-за вас слезы льет? Давайте посмотрим. Кому сейчас не по себе? Никого не загадывайте, песочек все покажет сам. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. А вы знаете, тут птицу показали. Вот она, видите, птичка, крылья, да? Тот, кто из-за вас слезы льет, совсем скоро вам либо напишет, либо откомментирует фотографию в соцсетях, либо какой-то ваш пост, либо, возможно, звонок даже будет от этого человека. Да, птицу пошлет вам этот человек. Птица летит слева направо. Со стороны этого человека в вашу сторону летит птица. Слезы льет. Вы знаете, еще вот вижу, что человек, возможно, не свободен. Несвободным был, несвободным остался, либо сейчас не свободен. И также могут показать вот семейные узы. Да? Человек в семье живет, там родители, братья, сестры, семья. У кого-то женат, у кого-то семья. Может, он и не живет, в принципе, с семьей, но так вот сейчас сложилось, что с родителями находится. А у кого-то вот семейный, чисто семейный, то есть жена, дети, все как полагается. Слезы льет, а слезы льет уже давно. Давно по вам, из-за вас льет слезы. Разбили вы сердце этому человеку, и он тут вас и любил, и ненавидел, и восхвалял, и проклинал. Что он только не делал. Тут такое с ним происходило. Сердце рвалось на части, шарики за ролики заходили. Прям, действительно, человек с ума сходил. У кого-то еще отыграют, что он в запое уходил из-за вас. Прям пил, как черт. Причем, достаточно долго, да, пил. Никак не мог просохнуть. Потому что, наверное, и совесть, и к себе претензий много было. Девушки, честно скажу, подходит эта отсыпка, наверное, больше тем, у кого был роман с женатым мужчиной, либо мужчина, который, допустим, не выбрал вас, но выбрал другую женщину, да, и с ней связал свою жизнь. Вот как-то так еще мне идет. Может быть, еще мужчина, который не выбрал вас, но послушал своих родителей и разорвал с вами отношения. Либо довел до такого, что вы сами от него ушли. Вот, так что именно для вас, да, подходит. Я вот не вижу, что тут какая-то прям история. Я не вижу, что вы там надеетесь, помните и ждете. Наоборот, я вижу, что вы очень свободны в своем сердце, в своей душе. Легкая, свободная вы мне идете. У вас какие-то амбиции, интересы, увлечения. Но не думайте вы об этом мужчине, либо не хотите думать, не хотите вспоминать. Прошло и прошло. Да? Прошло и слава Богу, да, Боженька отвел от такого персонажа. Но мужчина, видите, скрутила его. Причем скрутила очень сильно. И вот почему-то мне идет, что вот какой-то конкретный мужчина пил очень сильно. Прям запои, бесконечные карусели запоев у него были. Смотрите, если это был роман с женатым мужчиной, понятно, что в жизни всякое бывает, любовь придет, она и не спросит, да, в паспорт не заглянет, то, скорее всего, когда вы узнали, либо когда начали понимать, что он ничего делать не будет, да, что его все устраивает, и так ему прекрасно, он буквально выжигает вашу молодость, красоту, ваше время тратит, да, ему-то хорошо, он на двух стульях сидит, а вам-то не очень было. Но опять же, это неправильно как-то. Ты говоришь, что ты любишь, но при этом ты живешь с другой женщиной.
вот, то, скорее всего, вы тоже его послали. Послали, причем достаточно... Это болезненно было и для вас, и для него, но вы нашли в себе силы о нем забыть, не думать. А вот он в себе такие силы не нашел. А у кого-то еще отыграется такая история, что вы действительно были для него как батарейка, да, вы его подзаряжали, он получал самые лучшие эмоции с вами, он прям на глазах там хорошел, молодел, становился более успешным. То есть вот вы своей любовью этого мужчину действительно заряжали, превозносили, да, благодаря вам, как по вашим костям он очень начал далеко всходить, высоко всходить. Вот, когда вы все это поняли, вы такая: нет, мне такое не надо, я не хочу, не буду. Но либо делай выбор, либо все, пока разойдемся, как в море корабли. Вот. И он такой: да ладно, да что ты, типа не страшно, да, я кого-то еще найду. Но нет, никого он не нашел, и оказалось, что и не нужен ему никто больше. Как будто бы вы ушли и забрали с собой весь свет, всю любовь, все тепло, удачу забрали, как все забрали у него из жизни. То есть лишился всего, остался у разбитого корыта. Да, как-то так мне идет. Если мужчина сделал выбор не в вашу сторону, конечно, это было неприятно, это было больно, но вы сильная женщина, вы трезво мыслите, вы такая: угу. Значит, слава Богу, да? А если с таким вот человеком жить, ну какие могут быть отношения, как ему можно доверять, да? Чего ждать от этого человека? Как-то вы смогли себя взять очень здорово в руки и просто вот вывести из этого состояния. Не позволили себе, своим эмоциям взять над вами верх. Вот как-то так мне идет. Вот. Мужчины вроде кажутся сильными, что их любовь, она не такая чувственная, но, видите, все вышло ровно наоборот. У вас очень сильный мужской характер. Вы такая прям стальная, мне идет сталь у вас как будто бы в крови. А он такой оказался очень нежный, весь такой эмоциональный. И человек, который, ну, проиграл, да, сыграл и проиграл. Я не могу сказать, что вы выиграли, вы просто вышли из этой игры. Вы вовремя стали понимать, что игра ничем хорошим не закончится. Вот, вы просто встали и вышли из этого состояния, да, из карточного стола, да, там, например, встали и ушли. А он вот остался. Он верил в то, что, ну, если вы любовницей были, да, что вы никуда не денетесь, что вы там рано или поздно там попсихуете, успокоитесь. Если он сделал не тот выбор, так он считал, что раз вы его любите, вы должны его понять, да, что вот как бы должны его там понимать, принимать, общаться там друзьями, да, он, скорее всего, предлагал вам остаться друзьями. Вот. Ну а если семья, то мне кажется, что тут вообще было что-то страшное, вы там ему все высказали, хлопнули дверью, что-то разбили и ушли с гордо поднятой головой, пожелали ему счастья с его семьей, да, всего хорошего. Слезы льет, потому что горько, потому что больно, потому что время идет, а он никак вот не то чтобы забыть, он еще сильнее и сильнее начинает вас любить, еще сильнее и сильнее начинает в вас нуждаться. Прям, знаете, катастрофа, да, жизнь медленно погрузилась в хаос. Как-то так мне идет. Не могу сказать, что им двигало. Сейчас, конечно, попробую посмотреть, но не могу в песке сказать, что заставило его так поступить с вами. Но что-то же заставило, как-то же он к этому пришел. Вот сейчас он хочет, видите, вот он с флагом прийти сдаваться, да, либо показать этот белый флаг, сказать, что да, я проиграл, но я вот без тебя не могу. Прими, прости. Знаете, я буду там все делать, я перестану общаться с родителями, я разведусь, да, какие-то такие вещи, ну, банальные, да. Но время-то потеряно, время вышло, вам-то зачем это все? Кстати, да, время показало, что вы отлично будете жить, а вот его жизнь полетела в тартарары. Так, зададим вопрос, что подтолкнуло? Ох. Ну, считал, что он такой сильный, он совсем справится, он там все вывезет, вынесет.
что время и лечит, и все забудется, и что вы наивная, да, там, может вам какую-то там ересь рассказать, и вы сразу поверите. Нет, он хотел сидеть на 2 стульях, он считал, что это нормально. Типа он не верил в то, что вы расстанетесь, да, до конца расстанетесь. То есть он хотел продолжать, чтобы вот вы были любовницей, он хотел продолжать, чтобы там как-то с вами тайно встречаться, чтобы там семья не узнала, да, родители не узнали. Ну, типа со временем там стерпится, слюбится, и что-нибудь из этого получится. Ну, по глупости, да, по глупости он так поступил. И еще мне почему-то идет, что тогда его чувства не были такими сильными, как после вашего расставания стали. Вот как-то он недооценил свою любовь, либо свою способность любить. А теперь сидит и слезы льет. А теперь ему уже ничего не надо, ему ничего не интересно. Ну, кроме, наверное, алкоголя. Вообще ничего, никто не интересен. Понятно, что он не то чтобы не любит, да, а скорее имеет претензии. Вот если семья разлучила, то он очень серьезные претензии к ним имеет, ругается с ними, ссорится. И достаточно конфликтно живут. Если он выбрал другую женщину, то там тоже ничего не случилось, не срослось. Та женщина вообще не оправдала его ожиданий. Наоборот, она как тяжелое бремя у него на шее висит. И он не получил тех бенефитов, тех выгод, которые искал. А оказалось все ровно наоборот. Почему-то мне еще кажется, что та другая женщина, она какая-то интригантка. Может такое быть? То есть, допустим, она могла ему там сказать, что вот, я такая, у меня там знакомство, у меня родители, 5-е, 10-е, я тебе там помогу, карьера, работа. Либо она могла там прикидываться таким, знаете, одуванчиком, что я такая, несчастная, вся такая травмированная. Там на вас могла наговаривать, там могла какие-то провокации создавать. И вот он выбрал ее. На что-то он там позарился, на что-то он там покусился. Какой-то обман мог быть со стороны той женщины. Да? Она какая-то интригантка мне идет на самом деле. Вот, все уже выяснилось, я так понимаю. И он такой, боже, что же я наделал, да, что же я натворил. А если он женат и был женат, и до сих пор женат, то почему-то он считал, что любовь это, наверное, не настолько важно, что это как-то второстепенно, что важно вот это общественное мнение, репутация, важно имущество, не знаю, что у него там было. Как-то, знаете, вот обманулся, он сам обманулся. Он такого поворота событий не ждал. И почему-то мне идет, что он до последнего надеялся, что ваши отношения продолжатся. Несмотря на то, что случилось, отношения продолжатся. Что вы как-то отойдете, оттаите, его назад пустите, либо примете, да, и все у вас там типа продолжится, как было. Но нет. Вы пошли в новую жизнь, а он там в прошлом застрял. И я так понимаю, что застрял уже глубоко и надолго. Да. Он с вами свяжется и будет вам что-то говорить, предлагать, либо как-то прощупывать почву. Давно вы о нем ничего не слышали и слышать, наверное, не хотите, но найдет способ с вами связаться. Даже если вы там с того времени поменяли и номер телефона, и адрес проживания, девочки, для него это не проблема, он вас точно уже нашел, мне кажется, раз птицу готовит, он знает, на какой номер звонить, куда там писать. И это все есть. Любовь. У него к вам любовь проснулась, да? После отношений проснулась любовь. И что теперь с этой любовью делать, как ее реализовать, он просто не знает. И терпеть он уже дальше не может. И все оставить как есть он не может. Потому что жизнь у него рассыпается, как карточный домик. И сам он весь уже сыпется. Но, скорее всего, из-за того, что такая нервная нагрузка, плюс еще вот алкоголь почему-то покоя не дает. Кто-то явно очень сильно запил и пьет, и остановиться не может. Так, еще показывают одного человека. Там женщину показывают. Женщина, которая сейчас в проблемах, в долгах, как в шелках. Мне вообще идет такое. Женщина, которая то ли боролась с вами, то ли боролась против вас, то ли она с вами соперничала, то ли конкурировала. Может, просто какая-то местная злобная завистница. Женщина, которая делала какие-то плохие запрещенные вещи против вас.
И вот то, что она вам делала, то, что она на вас там заказывала, например, да, оно к ней все вернулось. Причем вернулось не только к ней, но и к ее кровникам, да. Ну, кто кровники? Родители, дети, братья, сестры, она сама, да, вот как кровь. Возможно, вы ничего и не предпринимали, да, вы не ставили на себя никакие защиты, ни чистки не делали, либо наоборот, вы делали чистки, может, вы к мастеру пошли, мастер все это безобразие увидел и с вас снял и в обратку запустил, такое тоже могло быть. А могло быть, что вы ничего не делали, просто у вас очень сильный магический иммунитет, и у вас очень сильная защита, своя собственная, врожденная. И вот с вас как с гуся вода, да, вот порча не ложится, но при этом бумеранги летят, откаты идут. Вот женщина в соплях, в слезах, она плачет каждый день, особенно вот как-то у нее, знаете, под вечер прям накатывает разочарование в жизни. Она говорит, откуда все эти беды, почему, значит, там моя порча не сработала, но все мне назад вернулось. Ну, она же не глупая, да, ну раз не поняла, два не поняла, там уже на третий раз стала понимать. То есть она там заказывает, чтобы вы там болели, старели, вы молодеете, красивеете, зато она смотрит в зеркало и в ужасе, да, там и седина, и морщины, и какие-то болячки вылазят, как грибы после дождя, да, одна за одной вылазят. И она такая, ну, это то, что я заказывала, и вот я это получила. Плюс, опять же, вот это моральное давление, обстановка, потому что вот почему-то мне идут родители, дети, вот это все у нее перед глазами, и она уже боится, не знает, что дальше будет. То есть она уже давно на вас никакую порчу не делает, никакого зла вам не желает. Она пытается, не знаю, что там, исповедоваться, раскаиваться, по храмам бегает, иконами там все везде себе завешала. Но оно же так не работает, да? Оно же так не работает. Ты уже сделал, у тебя уже руки грязные. И понятно, что пока ты не проживешь свой грех, то никто тебя не отпустит, да? Никуда ты не денешься. Так оно и будет продолжаться. То есть вы, не ведая того, очень сильно проучили эту женщину, проучили на несколько поколений вперед. Понятно, что она не дура, она расскажет своим этим детям, кому там, дальнейшим родственникам расскажет, что там нельзя это делать, да, там то и сё. Она была не права. Она была не права в плане того, что она на вас напала, да, нельзя было ей этого делать, нельзя просто так на людей нападать, да, с кондачка, беспричинно, даже если тебе человек не нравится, это не является причиной для того, чтобы ты на кого-то наводил порчу. Ну, не работает это так. Это неправомерно, да, в глазах высших сил это совершенно неправомерно. Ну вот, а она на это пошла, она там думала, что я такая крутая, я такая вот бесстрашная, все это придумала. Сейчас я тут одной правой, одной левой. А нет, ничего не сработало. Жизнь у нее просто на каком-то пепелище показана. Это именно женщина. Она молодая женщина, но выглядит как разбитая старуха. То есть там уже живого места не осталось. Плюс, знаете, вот она, конечно, не хочет об этом думать, но мысли сами как тараканы лезут в голову, что вот и родители издали, и дети там начали в неприятности попадать, там болеть начали. Это ж мне все за мою порчу, за мои черные мысли, да, вот. Но она, конечно, гонит эти мысли. Она считает, что вы тоже там что-то делали, но вы ничего не делали, я это вижу, четко вижу. Все, что вы могли делать, это себя защищать, да, чистка либо защита. Но вы ничего не делали, да, вот там против нее, вы не желали ей зла, либо вы говорили, Бог рассудит, да, Бог судья, какие-то такие вещи, возможно, говорили. Ну вот, посыпалось, и посыпалось очень сильно. Не простят ее высшие силы в ближайшее время, и ей придется вот прямо из черного бокала хлебнуть, серьезно хлебнуть, да. Там очень много всего налито, да. А через слезы это все будет выходить. Тут недостаточно раскаяться, здесь нужно прожить это все. Прожить то, что ты пожелал другому. Ты был смел, ты был дерзок, ты желал негатив человеку. Ну так теперь проживи его. Попробуй, как это, да. Попробуй
жить с травмированным здоровьем, попробуй стариться, да, день ото дня, попробуй без денег, в потерях, в каких-то нападках, оскорблениях, да, ну попробуй так поживи, надолго тебя хватит. Ну, по делам, по делам. И вы знаете, еще и понятно, что детей там жалко, да, ну и родителей, конечно, тоже жалко. Но с другой стороны, родители воспитали это исчадие ада, а дети, ну, прямые наследники. Вот говорят, что грешить нельзя, потому что дети расплатятся. Но это же не секрет, да, все об этом знают, все про это говорят. Наказание там по 7 колено, да, это что же, ну, не из пальца высосано. Люди это прекрасно знают, понимают. А если ты так относишься, что, ага, типа я наказания не боюсь, а порчу я сделаю, да, в порчу я верю, ну так ты и будешь это получать. Очень тяжелая обстановка, очень тяжелая ситуация, уже не знает она, кому там молиться, куда бежать, как себя защитить. А эти беды, эти неприятности в ее жизни вообще не заканчиваются. И я не вижу, что там в ближайшем обозримом будущем что-то у нее там прекратилось. Она либо где-то далеко от вас находится, либо она очень сильно боится с вами встретиться, потому что у нее есть такое ощущение, что как только вы встретитесь, то у нее еще там что-то сильнее ухудшится. А хуже уже некуда, понимаете? Поэтому ей очень страшно. Ну вот такая отсыпочка, мои дорогие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.